Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «История и мифы СССР». Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых сокровенных и трагических историй советской эпохи, историю, которую десятилетиями оберегали от посторонних глаз. Представьте себе, 4 дочери легендарного маршала Победы, 4 судьбы, каждая из которых оказалась истерзана бременем знаменитой фамилии. Пока вся страна рукоплескала Георгию Жукову, его родные дочери одна за другой становились невольными жертвами его оглушительной славы. Одна из них искала забвения в алкоголе, другая вела нескончаемую борьбу с депрессией, третья так и не смогла обрести свое место под солнцем, а четвертая нашла в себе силы, чтобы вырваться из золотой клетки. Как случилось, что человек, спасший Отечество, оказался бессилен перед драмой в собственной семье? Сегодня мы приоткроем завесу этой тайны и расскажем, что на самом деле происходило за закрытыми дверями дома великого полководца. Эта история заставит вас по-новому взглянуть на цену славы и величия человеческого духа. Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал «История и мифы СССР» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые, еще более захватывающие расследования. А теперь к истории. Давайте вернемся в то время, когда имя Георгия Константиновича Жукова было символом несгибаемой воли и триумфа. Железный маршал, 4-жды удостоенный звания Героя Советского Союза, фигура поистине эпического масштаба. Его имя произносили с благоговейным трепетом, его портреты украшали едва ли не каждый дом, а школьники заучивали страницы его биографии, словно священный текст. Женщины послевоенного поколения до сих пор помнят, как их матери на парадах указывали на статную фигуру полководца со словами «Смотри, вот он, наш спаситель, наш Жуков». И ведь в этих словах не было ни капли преувеличения. Вклад этого человека в судьбу страны колоссален. Оборона Москвы, перелом в Сталинградской битве, прорыв блокады Ленинграда и, наконец, водружение знамени над Рейхстагом – всюду, где появлялся Жуков, фортуна войны меняла свое направление. Враги панически его боялись, а собственные солдаты были готовы идти за ним в самое пекло, ибо верили – где Жуков, там победа и жизнь. Однако существует одна неумолимая закономерность. Люди, способные двигать горы и менять карты мира, зачастую оказываются совершенно беспомощными в стенах собственного дома. И судьба маршала Жукова – самое горькое тому свидетельство. А теперь перенесемся мысленно в один из самых знаковых дней в истории нашей страны – 24 июня 1945 года. Москва утопает в ликовании. По брусчатке Красной площади, чеканя шаг, проходят колонны победителей. И вот на ослепительно-белом коне, словно сошедший со страниц героического эпоса, появляется сам Жуков, триумфатор, сокрушивший Берлин. Миллионы глаз, полных восхищения, благодарности и слез радости, устремлены на него. Но в этот самый момент, когда вся страна чествовала своего героя, в тишине одной из московских квартир раздавался тихий плач. Молодая женщина, баюкая на руках крохотную дочку, безутешно рыдала. Это была Александра Диевна Зуйкова, первая официальная супруга маршала и мать его старших дочерей Эры и Эллы. И слезы ее были вызваны не восторгом за мужа, а пронзительным отчаянием за будущее их детей. Вы можете задаться вопросом, отчего же плакала жена героя в день его величайшего триумфа? Ведь, казалось бы, именно с этого мгновения для их семьи должна была начаться эра безоблачного счастья. Война миновала, супруг вернулся живым и невредимым, да еще и овеянный всемирной славой. О чем еще может мечтать женщина? Но Александра Диевна, в отличие от миллионов ликующих соотечественников, смотрела в будущее с тревогой. Она нутром чуяла, что с этого дня ее Георгий больше не принадлежит ей и дочерям. Отныне он – достояние истории, а их девочки превратятся из просто детей в дочерей маршала Жукова,
И этот статус повлечет за собой череду последствий, о которых страшно было даже помыслить. И как же горько осознавать, что ее предчувствия оказались пророческими. Именно с этого дня, с этого парадного марша, и берет свое начало череда трагедий, которые выпали на долю его дочерей. Старшая – Эра, родившаяся в 1928 году. Вторая Элла, появившаяся на свет в 1937. Позже, в 1957, от новой любви маршала Галины Семеновой родится младшая дочь Мария. И была еще Маргарита, внебрачная дочь, которую Жуков признал, но которая всегда жила своей отдельной жизнью. 4 девочки, 4 непохожие судьбы, но их объединяла одна общая драма. Они были дочерьми человека, который принадлежал не им, а целой стране. Чтобы до конца понять истоки трагедии каждой из них, нам необходимо разобраться, каким же отцом был сам Георгий Константинович. И здесь, уважаемые зрители, нас ожидает немало болезненных открытий. Жуков без сомнения был продуктом своей суровой эпохи и своего несгибаемого характера. Та железная дисциплина, которая вела его к победам на полях сражений, оказывалась совершенно непригодной в хрупком мире семейных отношений. Он привык отдавать приказы, требовать беспрекословного исполнения, командовать. Но разве такими методами можно воспитать ребенка, особенно дочь, чья душа требует тепла и понимания? Представьте на мгновение эту картину. Прославленный маршал возвращается домой после изнурительного дня, наполненного решением государственных задач, судьбами армий, разработкой стратегических операций. А дома его встречает обычная бытовая суета. Детский шум, жалобы жены на повседневные трудности, известие о том, что одна из дочерей получила плохую отметку или не слушается. Что, по-вашему, мог испытывать человек, привыкший мыслить глобальными категориями, сталкиваясь с этими, как ему казалось, мелочами? Вероятнее всего, раздражение, усталость и жгучее желание поскорее вернуться к настоящим делам. И самое печальное, что дочери это тонко чувствовали. С малых лет они осознавали: отец их, несомненно, любит, но его служба, его долг, его слава всегда будут важнее их детских радостей и горестей. А для маленькой девочки нет ничего страшнее, чем понимание того, что она не главный человек в жизни своего отца. Но это было лишь верхушкой айсберга. Подлинные испытания для дочерей Жукова начались тогда, когда они вышли из-под родительского крыла и столкнулись с внешним миром. Вспомните, как это происходит. Ребенок попадает в школу, заводит первых друзей и внезапно обнаруживает, что он не такой, как все. У него особенная фамилия, особое положение и, как следствие, завышенные ожидания со стороны окружающих. «А, так ты дочь того самого Жукова. Значит, из тебя спрос особый». Этот негласный вердикт преследовал их повсюду. От них требовали быть первыми во всем, вести себя безукоризненно, служить примером для остальных. Представляете, какой колоссальный психологический груз ложился на плечи этих девочек. А теперь вообразите и обратную сторону медали. Некоторые сверстники и их родители, наоборот, относились к дочерям маршала с плохо скрываемой завистью и неприязнью. И чего это они нос задирают? Подумаешь, отец у них знаменитый, а сами-то они из себя что представляют? И в той, и в другой ситуации девочки оказывались в совершенно невыносимом положении. Им не было позволено быть просто детьми, обычными школьницами, девочками-подростками со своими проблемами, переживаниями и первыми влюбленностями. Они были обречены вечно нести на себе отблеск отцовской славы, который, словно яркий свет прожектора, не давал им спрятаться и побыть собой. Но и это было не самым страшным испытанием. После триумфа 1945 года над головой самого Жукова начали сгущаться тучи.
Вождь народов, Иосиф Сталин, не терпел рядом с собой фигур, сопоставимых по популярности и народной любви. И тут началось то, что можно без преувеличения назвать настоящим кошмаром для семьи маршала. Сначала Жукова, по сути, отправили в почетную ссылку, назначив командовать сперва Одесским, а затем и Уральским военным округом. Это было не просто понижение, это был сигнал. Вскоре начались унизительные проверки, расследование подозрения в неблагонадежности, заведенное трофейное дело. Вы можете себе представить, что творилось в душе у Георгия Константиновича? Человек, привыкший к славе и безграничному уважению, внезапно оказался под подозрением. Герой, спасший страну, был вынужден оправдываться перед теми, кого сам не раз вытаскивал из самых безнадежных ситуаций. И вся эта нервотрепка, все это колоссальное напряжение неминуемо обрушилось на семью. Жуков стал еще более замкнутым, еще более резким и отстраненным от домашних дел. А дочери инстинктивно чувствовали – происходит что-то ужасное, что-то угрожает их благополучию, но в полной мере осознать масштаб происходящего они, конечно, не могли. Именно в те годы был заложен фундамент будущих трагедий всех 4 дочерей. Потому что ребенок, выросший в атмосфере постоянного страха, недосказанности и неопределенности, проносит эти глубокие травмы через всю свою жизнь. Старшая Эра, которой к тому моменту было уже около 20 лет, особенно остро переживала происходящее. Она была студенткой, строила планы на будущее, и вдруг такой удар. Отец, которым она безмерно гордилась, оказался в опале. Фамилия, прежде открывавшая все двери, теперь заставляла людей относиться к ней с настороженностью. А вторая дочь, Элла, только вступала в пору взросления, и этот семейный кризис пришелся на самые важные годы формирования ее личности. Девочка не понимала всех политических интриг, но ощущала, что привычный и безопасный мир вокруг нее рушится. Но знаете, дорогие мои, что во всей этой истории является самым душераздирающим? То, что Жуков искренне, всем сердцем любил своих дочерей. Он желал для них только самого лучшего, мечтал об их счастье, гордился их успехами. Но он совершенно не умел выражать свою любовь так, как это было необходимо детям. Человек войны, привыкший к жесткой дисциплине, он не осознавал, что девочкам нужны не его приказы и наставления, а простое отцовское тепло, участие и понимание. Им был нужен не маршал Советского Союза Георгий Жуков, а просто папа. Папа, который обнимет, пожалеет, выслушает их девичьи секреты и скажет: «Все будет хорошо, я рядом». И вот этого самого простого и самого важного им как раз и не хватало. А дефицит отцовской любви – это такая глубокая рана, которая особенно у девочек не заживает до конца жизни. Они подсознательно ищут в других мужчинах то, чего не получили от отца, пытаясь доказать свою ценность, заслужить любовь, получить то внимание, которого им так недоставало в детстве. И это стало источником бесконечных страданий для каждой из них. Но пока дочери были малы, все эти глубинные проблемы оставались скрытыми от посторонних глаз. Внешне семья Жукова представляла собой образец советского благополучия: просторная квартира, материальный достаток, всеобщее уважение и почет. Дочери получали прекрасное образование, росли воспитанными и интеллигентными девушками. Лишь самые близкие догадывались, какая драма разыгрывается за плотно закрытыми дверями этого дома. Они знали, как мучительно мало времени маршал проводит с семьей, как редко он по-настоящему вникает в дела и переживания дочерей, как часто его жены, сначала Александра Диевна, а затем и Галина Александровна, плачут от глухого одиночества и непонимания. А девочки тем временем росли, превращаясь в молодых женщин, и каждая из них по-своему пыталась нести этот тяжкий крест – бремя отцовской славы, усугубленное дефицитом его любви. Эра, как старшая, избрала для себя путь безупречности. Она словно задалась целью доказать отцу свою ценность через достижения.
Если я буду лучшей во всем, если превзойду всех в учебе и поведении, тогда папа наконец заметит меня, оценит и полюбит по-настоящему. Бедная девочка, она не понимала простой истины. Родительская любовь – это не награда за заслуги, она либо есть, либо ее нет. Элла же пошла по совершенно иному пути. Она стала бунтаркой, своего рода семейной хулиганкой, отчаянно пытаясь привлечь внимание отца хотя бы своим вызывающим поведением. Логика ее была проста и трагична. Если я не могу заслужить его любовь хорошими поступками, то, возможно, я заставлю его заниматься мной, совершая плохие. Младшие же дочери еще только начинали формировать свои стратегии выживания в этой непростой семейной атмосфере, но уже тогда было ясно. Каждая из них выберет свой, увы, трагический путь. И здесь, дорогие мои, мы подходим к поворотному моменту в жизни семьи Жуковых. Событию, которое окончательно определило траекторию судеб всех 4 дочерей. На дворе стоял 1953 год. Смерть Сталина ознаменовала для Жукова начало новой эры. Его триумфально вернули в Москву, вновь доверили важнейшие государственные посты. Он снова оказался на вершине славы и влияния. Казалось бы, черная полоса миновала, и семья наконец-то может вздохнуть спокойно. Но именно в этот момент, на пике своего нового взлета, произошло то, что навсегда разрушило и без того хрупкое семейное благополучие. Георгий Константинович встретил женщину, которая перевернула всю его жизнь. Ее звали Галина Александровна Семенова. Она была военным медиком и работала в его окружении. Молодая, образованная, обаятельная, она сумела разглядеть за монументальным образом грозного маршала не просто легенду, а мужчину, уставшего, нуждающегося в тепле, понимании и поддержке. Она дала ему то, чего, по всей видимости, не смогли или не сумели дать предыдущие спутницы жизни. И 57-летний Жуков, прошедший огонь, воду и медные трубы, влюбился как мальчишка. Впервые в жизни он испытал всепоглощающую, испепеляющую страсть. Он забыл о своем возрасте, о высоком положении, о семье. Он думал только о ней, о своей галочке. Можете себе представить, какая буря разразилась в его доме? Его законная супруга Александра Диевна, мать его старших дочерей, внезапно осознала, что муж не просто охладел или отдалился, он уходит. Уходит к другой женщине, и на этот раз всерьез и навсегда. А что же дочери? Они, как и их мать, стали свидетелями этой разворачивающейся драмы. В их сознании не укладывалось, как отец, который всегда был для них воплощением силы, чести и несгибаемой воли, вдруг повел себя как безответственный юнец, ослепленный страстью. И тут для всех 4 девочек начался, пожалуй, самый страшный период в их жизни. Развод родителей – это всегда колоссальная травма для детей. Но когда разводятся люди уровня Жукова, это превращается в публичный скандал, в предмет для пересудов всего общества. Представьте себе, дочери маршала идут в школу, в институт, на работу, а за их спинами перешептываются, на них показывают пальцем, обсуждают самые интимные подробности семейной драмы их отца. Кто-то сочувствует, кто-то откровенно злорадствует, большинство просто проявляет праздное любопытство. Но все, абсолютно все, знают о том, что происходит в их семье. И в этот самый момент, когда девочкам как никогда была необходима отцовская поддержка и защита, Жуков был поглощен совершенно другим. Он устраивал свою новую личную жизнь, боролся за мучительный развод, упивался своей новой любовью. Ему было не до дочерей. Вот тогда-то и были посеяны семена настоящих трагедий в судьбах всех 4 девочек. Ведь именно в подростковом и юношеском возрасте формируется фундамент отношения человека к любви, к браку, к верности. И когда у тебя перед глазами разваливается собственная семья, а отец, символ долга и чести, ради новой страсти готов разрушить все, что было построено до этого,
Какие выводы о жизни ты можешь сделать? Эра, которой к тому времени было уже 25 лет, была потрясена до глубины души. Она надолго, если не навсегда, разуверилась в мужчинах. Если даже мой отец, человек слова и долга, оказался способен на такое предательство, то чего же ждать от остальных? Эта мысль отравила ее сознание. Элла была еще более уязвима. В свои 16 лет, в том самом возрасте, когда девочки начинают мечтать о любви, она воочию увидела, как легко мужчина может бросить семью ради нового увлечения. И это знание, как яд, отравило все ее будущие отношения. Эта детская травма, связанная с разводом родителей, стала определяющей для всего их будущего. В 1965 году, после долгих и мучительных процедур, Жуков наконец-то получил официальный развод и женился на Галине Александровне. Они были счастливы, влюблены, строили планы на будущее. А в 1957 году у них родилась дочь – Мария, четвертая дочь маршала. Казалось бы, теперь-то все должно было наладиться. Новая семья, новое счастье, новые надежды. Однако жизнь показала, что старые раны не заживают так просто, а к старым проблемам лишь добавляются новые. Потому что теперь у дочерей Жукова появилась еще одна общая травма. Они оказались детьми от разных браков, живущими в разных семьях, но объединенными одной фамилией. И это породило между ними такой сложный клубок отношений, такую путаницу из любви, ревности и затаенных обид, что распутать его им не удалось до самого конца их дней. И вот здесь, дорогие зрители, начинается, пожалуй, самая трагическая часть нашей истории. Каждая из дочерей маршала Жукова, вступая во взрослую жизнь, попыталась по-своему справиться с тяжелым наследием своего детства и громкой фамилии. И каждая из них, увы, потерпела в этой борьбе сокрушительное поражение. Знаете, в чем заключается самая жестокая ирония судьбы детей великих родителей? Их личные драмы, их право на ошибку, их сокровенные переживания – все это становится достоянием общественности. А право на простое, тихое человеческое счастье им приходится буквально отвоевывать у собственной фамилии. Именно это и случилось с дочерьми маршала. Каждая из них отчаянно пыталась вырваться из золотой клетки отцовской славы, но прутья этой клетки оказались прочнее их сил и желаний. И чем яростнее были их попытки обрести свободу, тем больнее оказывались падения. Начнем наш рассказ со старшей дочери Эры Георгиевны. К концу 50-х годов ей исполнилось 30 лет. Возраст, в котором по меркам того времени женщина уже должна была обрести семейное счастье. Незамужняя 30-летняя женщина, особенно в кругах советской элиты, считалась чуть ли не старой девой. Эра была во всех отношениях завидной невестой, красивая, блестяще образованная. Она окончила юридический факультет МГУ и работала в Институте государства и права. Но личная жизнь у нее никак не складывалась. Представьте себе эту унизительную ситуацию. За ней начинает ухаживать достойный молодой человек, возникает взаимная симпатия. Но как только он узнает, что перед ним дочь того самого маршала Жукова, все меняется. Одних эта ответственность пугала до паники, ведь породниться с национальным героем – это не шутки. Другие, наоборот, видели в этом браке возможность для карьерного взлета и начинали смотреть на Эру не как на женщину, а как на счастливый лотерейный билет. И в том и в другом случае она чувствовала себя не личностью, а лишь приложением к отцовской легенде. Разве можно на таком фундаменте построить семью? Но самое страшное было даже не в этом. После развода родителей Эра осталась жить с матерью, Александрой Диевной, и каждый день видела ее страдания. Она впитывала материнскую боль и недоверие к мужчинам. «Посмотри, доченька», – твердила ей мать, – «сегодня они клянутся в вечной любви, а завтра бросают ради молоденькой. Твой отец обещал мне верность до гроба. А что сделал? Предал, унизил, выбросил, как ненужную вещь».
Эти разговоры, полные горечи и обиды, ложились тяжелым камнем на душу молодой женщины. Эра стала бояться мужчин не меньше, чем они боялись ее фамилии. Она панически боялась довериться, открыть свое сердце, чтобы потом не испытать ту же испепеляющую боль, что и ее мать. И все же в 1950 году, когда Эре исполнился уже 31 год, судьба, казалось, улыбнулась ей. Она встретила мужчину, которого не испугала ее знаменитая фамилия. Его звали Юрий Александрович Василевский, и он был сыном другого прославленного маршала – Александра Василевского. Он, как никто другой, понимал, что значит быть сыном национального героя. Эра влюбилась в него именно за это. За то, что он видел в ней не просто дочь Жукова, а родственную душу, женщину со схожей судьбой. Они поженились. Свадьба была скромной, на этом настояла сама Эра. Она не хотела пышных торжеств и общественного внимания к их союзу. Жуков присутствовал на свадьбе, но держался подчеркнуто отстраненно. Он поздравил дочь, пожал руку зятю, но Эра чувствовала, отец не одобряет ее выбор. Маршал, вероятно, мечтал о более блестящей партии для своей старшей дочери. Первые годы брака были по-настоящему счастливыми. Эра наконец-то расцвела. Впервые в жизни она почувствовала себя защищенной, понятой и любимой не за заслуги, а просто за то, что она есть. А когда в 1965 году у них родилась дочь, которую назвали Александрой, казалось, что безоблачное счастье наконец-то пришло в ее дом. Но жизнь, дорогие мои, редко балует нас долгим штилем, особенно тех, кто несет на себе печать особой судьбы. Проблемы начались именно там, где их меньше всего ждали. Маршал Жуков, обожавший свою внучку, начал активно вмешиваться в ее воспитание. «Вот моя наследница», — говорил он, — «она продолжит наш род». Он пытался воспитывать внучку по своим армейским правилам, прививать ей свои взгляды, по сути, лепить из нее еще одну дочь маршала. Юрий, муж Эры, поначалу радовался такому вниманию со стороны тестя, но постепенно стал понимать, что Жуков переходит все границы. «Эра», — сказал он однажды жене, — «твой отец пытается сделать из нашей дочери солдата в юбке, а я хочу, чтобы она выросла просто счастливой женщиной. Нам нужно как-то ограничить его влияние». Но как можно было запретить деду видеться с любимой внучкой, особенно такому деду, как маршал Жуков? Эра оказалась между двух огней. Между любовью к мужу и преданностью отцу, между желанием сохранить мир в своей семье и страхом вызвать гнев родителя. На этом фоне отношения с мужем стали стремительно портиться. Юрий видел, что Эра не в силах противостоять отцовскому напору, что она не может отстоять интересы их собственной маленькой семьи. И это его безмерно раздражало. «Эра», — с горечью говорил он, — «я женился на тебе, а не на твоей фамилии со всеми вытекающими из нее проблемами. Но оказывается, ты не можешь принять ни одного самостоятельного решения, не оглядываясь на своего отца». И разве он не был прав? Эра действительно не умела быть самостоятельной. Всю жизнь она жила, оправдывая чужие ожидания, сначала отцовские, потом материнские, теперь мужнины. А ее собственный голос так и не прозвучал. Конфликты в семье становились все ожесточеннее, и в конце концов этот брак, который начинался так счастливо, распался. Эра снова осталась одна, теперь уже с маленькой дочерью на руках, с разбитым сердцем и горьким чувством, что фамилия Жукова – это не дар, а проклятие. Пока в семье старшей дочери, Эры, разыгрывалась эта тихая, изматывающая драма, вторая дочь Жукова, Элла, переживала свои не менее горькие трагедии. И если Эра всю жизнь стремилась быть образцовой дочерью и женой, то Элла избрала для себя совершенно противоположный бунтарский путь. К концу 50-х ей исполнилось 22 года.
Она была яркой, своевольной и абсолютно непокорной, полная противоположность своей сдержанной старшей сестре. Если Эра пыталась заслужить отцовскую любовь послушанием, то Элла, казалось, делала все, чтобы привлечь к себе внимание скандалами и эпатажными выходками. Вопреки воле отца, который считал актерство несерьезным и недостойным занятием для дочери маршала, она поступила в театральный институт. Жуков мечтал видеть ее врачом или учителем, человеком полезной профессии. Элла же жаждала сцены, славы, яркой богемной жизни. Развод родителей она восприняла иначе, чем Эра. Оставшись с матерью, она не сочувствовала ей, а, наоборот, заняла обвинительную позицию. Элла открыто упрекала Александру Диевну в том, что та не смогла удержать мужа, не была для него достаточно интересной и понимающей. Она демонстративно поддерживала отношения с отцом и его новой семьей, приходила к ним в дом, играла с маленькой сводной сестрой Марией, а, возвращаясь, с жестокостью обрушивала на мать свои наблюдения. «Видела бы ты, мама, какая у папы теперь молодая, красивая жена. Как она на него смотрит, как поддерживает. А ты что делала, только жаловалась и требовала внимания?» Можно только догадываться, что творилось в душе у брошенной женщины, которая видела, что теряет не только мужа, но и собственную дочь. Но своим поведением Элла отталкивала и отца. Жуков видел, как она терзает мать, и это его раздражало. Однако девушка в своем юношеском максимализме не хотела и не могла понять сложности человеческих отношений. В институте она встретила свою любовь, или то, что приняла за нее. Его звали Владимир. Он был талантливым, амбициозным студентом-режиссером. Он не только не испугался ее фамилии, но и увидел в ней трамплин для собственной карьеры, чего, впрочем, и не скрывал. «Мы с тобой, Эллочка, покорим все сцены. Я буду ставить гениальные спектакли, ты будешь играть главные роли, а твоя фамилия откроет нам все двери», — говорил он. Ослепленная любовью, девушка не видела в этих словах циничного расчета. Ей казалось, что наконец-то она встретила мужчину, который не боится ее происхождения, а готов использовать его во благо их общего великого будущего. Они стали жить вместе, что по тем временам было неслыханной дерзостью. Узнав об этом, Жуков пришел в ярость. «Дочь маршала Жукова сожительствует с каким-то студентом. Это позор!» – кричал он. Под его давлением они расписались. Но брак, построенный на иллюзиях, быстро дал трещину. Владимир ждал от тестя протекции, но Жуков принципиально не вмешивался в его карьеру. Талант зятя без поддержки влиятельного имени оказался не таким уж и выдающимся. Начались скандалы и взаимные упреки. Он обвинял ее в том, что она не использует ресурс своей фамилии. Она кричала ему, что он женился на ней только из-за корысти. «Ты думал, что жениться на дочери Жукова – это как выиграть в лотерею?» – в отчаянии бросала она. «А ты думала, что твоя фамилия заменит тебе талант?» – отвечал он, нанося самый болезненный удар. Ведь в его словах была доля жестокой правды. Элла не обладала выдающимся актерским дарованием, а режиссеры боялись давать ей крупные роли, опасаясь обвинений в кумовстве. К 1965 году их брак практически развалился, и тут Элла узнала, что беременна. Это известие стало последней каплей. Владимир воспринял новость как катастрофу и потребовал сделать аборт. Элла же, наоборот, увидела в будущем материнстве спасение, новый смысл жизни. Конфликт достиг апогея, и вскоре они развелись. В 29 лет Элла осталась одна, с маленькой дочкой Татьяной на руках, без профессии, без денег и без каких-либо перспектив. Театральная карьера была разрушена, личная жизнь тоже. Впереди маячило безрадостное будущее матери-одиночки. И тогда, в этом состоянии полного отчаяния и безысходности, Элла нашла утешение в бутылке. Сначала это был способ забыться, приглушить боль. Но очень скоро алкоголь из лекарства превратился в яд, который стал смыслом ее существования. Мать умоляла ее одуматься, но Элла уже не могла остановиться.
Она стремительно катилась в пропасть, увлекая за собой и свою маленькую дочь, которая росла в кошмарной атмосфере материнского пьянства. Еще одно поколение семьи Жуковых оказалось обречено на страдания. Но это были еще не все трагедии, уготованные дочерям великого маршала. Пока Эра сражалась за сохранение своего рушащегося брака, а Элла топила свое горе в вине, третья дочь, Ирина, вступала в самый сложный и опасный подростковый возраст. А четвертая, маленькая Мария, только начинала осознавать, в какой непростой семье ей суждено было родиться. Дорогие мои, знаете, что самое жестокое в судьбе детей? Когда они, не понимая, за что им выпадает такая доля, становятся заложниками взрослых страстей, обид и нерешенных проблем. Именно это и произошло с Ириной Георгиевной. К середине 60-х ей исполнился 21 год. Она росла в эпицентре семейного урагана. Сначала мучительные скандалы между родителями, потом их тяжелый развод, страдания матери, драмы старших сестер. И вот теперь, имея перед глазами лишь примеры разбитых судеб, ей предстояло строить собственную жизнь. Ирина была особенной среди сестер. Если Эра выбрала роль идеальной дочери, а Элла – бунтарки, то Ирина инстинктивно стала миротворцем. С ранних лет она училась сглаживать острые углы, мирить враждующих родственников, быть той тихой гаванью, где каждый мог найти утешение. Внешне она была поразительно похожа на отца. Те же волевые черты лица, тот же прямой, решительный взгляд. Но характером пошла в мать. Мягкая, добрая, всепрощающая. Именно к ней, к Иришке, приходили выплакаться и измученная семейными проблемами Эра, и пьяная, отчаявшаяся Элла. «Ты единственная в нашей семье, кто еще не сошел с ума», — говорила ей старшая сестра. «Может быть, хоть ты сможешь быть счастливой». Постоянные жалобы сестер и предостережения матери. «Не верь мужчинам, они все предатели, как наш отец», сделали свое дело. Ирина панически боялась влюбляться, боялась повторить судьбу своих сестер. Но природу не обманешь, и в 20 лет ее сердце дрогнуло. Она встретила молодого человека по имени Алексей, ученого-физика из хорошей интеллигентной семьи. Он знал о ее происхождении, но отнесся к этому спокойно. «Твой отец – великий человек», – сказал он ей, – «но ты – это ты». И ты сама по себе замечательная. Для Ирины эти слова были как бальзам на душу. Наконец-то ее увидели, а не ее фамилию. Их роман развивался почти 2 года, и все это время Ирина была по-настоящему счастлива. Но когда Алексей сделал ей предложение, вновь вмешался злой рок. Он работал в секретном научном институте, и для женитьбы на неблагонадежной невесте, дочери опального маршала с такой сложной семейной историей, требовалось разрешение соответствующих органов. Алексею непрозрачно намекнули, что такой брак может поставить крест на его научной карьере. Перед ним встал выбор – любовь или дело всей жизни. Узнав об этом, Ирина была готова отступить. Снова ее фамилия становилась проклятием, препятствием на пути к счастью. Но Алексей не сдался. Он был готов сменить работу, отказаться от карьеры, лишь бы быть с ней. И тут в дело, как всегда, вмешался сам Жуков. Узнав о проблемах дочери, он пришел в ярость. Но не на чиновников, а на самого Алексея. «Что это за мужчина, который не может защитить свою женщину?» – кричал он Ирине. А затем, не слушая ее возражений, отправился в тот самый институт и устроил там грандиозный скандал. Разрешение на брак, конечно, было получено, но какой ценой? Теперь все в институте смотрели на Алексея как на человека, который сделал карьеру благодаря связям тестя. Эта ситуация глубоко унижала его. Отец, желая помочь, в очередной раз все испортил, поставив под сомнение искренность чувств ее избранника. Их брак состоялся, но был отравлен с самого начала.
Алексей замкнулся, стал раздражительным. И хотя со временем, с рождением сына Андрея, их отношения наладились, тень отцовского вмешательства навсегда легла на их семью. Последний удар и прозрение к концу 60-х годов картина жизни дочерей Жукова была поистине безрадостной. Эра в разводе, в одиночку воспитывает сына. Элла на дне алкогольной пропасти, не в силах заботиться о собственной дочери. Ирина пытается сохранить хрупкий мир в семье, разрываясь между мужем и властным отцом. А младшая, Мария, единственная, кто рос в полной семье, стала ее главной жертвой. Она видела страдания отца из-за разлада со старшими дочерьми и взвалила на свои детские плечи невыносимую ношу – стать для него идеальным ребенком, компенсацией за все его неудачи. Она отказалась от собственного детства, от друзей, от увлечений, посвятив себя служению отцу. Жуков гордился ею, не понимая, что превращает дочь в свою эмоциональную рабыню. 70-е годы стали для семьи временем самых тяжелых потерь. В 1973 году от рака умерла первая жена Жукова, Александра Диевна. Ее похороны стали первой за долгие годы встречей всех дочерей и лишь обнажили всю глубину семейного раскола. А в 1974 году случилось самое страшное. Умерла 17-летняя Татьяна, дочь Эллы. Девочка, выросшая без материнской заботы, сгорела от запущенной пневмонии. Эта трагедия окончательно подкосила Эллу. Она попала в психиатрическую клинику, откуда, казалось, уже не было возврата. Смерть внучки стала последней каплей и для самого Жукова. Он, 80-летний старик, сидел в своей квартире и осознавал всю глубину своего поражения. Не на поле боя, а в собственной семье. «Я спас страну», – с горечью говорил он жене Галине, но не смог уберечь от несчастий собственных дочерей. И тогда, на закате жизни, великий полководец принял самое мужественное решение в своей жизни. Он решил попросить прощения. Победа, одержанная в сердце. Это было сложнее, чем брать Берлин. Он пошел к своим дочерям, к каждой по отдельности. Он говорил с ними не как маршал, а как отец, как человек, совершивший множество ошибок. Он просил прощения за то, что не дал им любви, за то, что ломал их судьбы, за то, что требовал от них жертв во имя своего высокого служения. И случилось чудо. Стена отчуждения, которую он строил десятилетиями, начала рушиться. Заплаканная Эра впервые за много лет обняла его. Элла, благодаря его терпению и любви, начала медленно возвращаться к жизни. Ирина и ее муж Алексей, увидев раскаяние маршала, смогли сохранить свою семью. Даже юная бунтарка Мария, прочитав его полное боли и любви письмо, нашла в себе силы простить. Когда Георгий Константинович Жуков умирал, у его постели впервые за много лет собрались все 4 его дочери. Они держали его за руки и плакали. Но это были уже не только слезы горя. Это были слезы прощения и примирения. «Знаете, девочки», – прошептал он им в один из последних дней, – «я прожил долгую жизнь. Но самым большим счастьем для меня стали эти последние годы, когда я наконец научился быть просто отцом». Смерть Жукова не стала концом этой истории. Она стала ее новым началом. Освободившись от тяжести его славы и его ошибок, каждая из дочерей смогла найти свой путь к счастью. Эра в 50 лет встретила свою любовь и прожила с этим человеком 20 счастливых лет. Ее сын стал журналистом и написал честную книгу о своем великом, но таком непростом деде. Элла больше никогда не пила. Она нашла себя в работе с детьми в театральном кружке и до конца дней была окружена их любовью. Ирина прожила долгую и счастливую жизнь с мужем, вырастив 3 детей и дождавшись внуков. А Мария стала прекрасным детским врачом, спасая жизни. И самое главное, сумела создать собственную счастливую семью, воспитав детей в любви и принятии. Вот так, дорогие мои.
И закончилась эта печальная, но в итоге светлая история. История о том, что настоящую победу маршал Жуков одержал не тогда, когда брал Берлин, а тогда, когда нашел в себе мужество попросить прощения у собственных дочерей. И, возможно, в этом и заключается главный урок его жизни. Нет подвига важнее, чем счастье наших близких, и нет славы ценнее, чем любовь наших детей. И пока мы живы, никогда не поздно все исправить.